Жил-был бедный охотник, звали его Саввой. Однажды он на охоте подстрелил гуся. «Какой же мне толк от него?» — подумал Савва и отнес гуся богатому соседу. Тот расплылся в улыбке. Принеся дичь, ты обрадовал меня. Сам знаешь, у меня есть старуха, двое сыновей, две дочери. Вот нас 6 человек, а как нам поделить гуся? Савва стал делить гуся. Ты глава семьи, значит тебе полагается голова. Он отрезал голову гуся и подал ее хозяину. Старуха постоянно сидит дома, поэтому ей полагается то место, на котором сидят. И Савва, отрезав огузок, подал старухе. Сыновья пойдут по твоим стопам, значит им полагается по ножке, а дочери, как неизвестно, сушат свои крылья, чтобы улететь из родного дома. Савва раздал сыновьям по ножке, а дочерям по крылышку. А круглая тушка кому? Поинтересовался хозяин. Круглая тушка должна достаться круглому дураку, то есть мне. Хозяин снова расплылся в улыбке. Ты поделил так, что восхитил меня. Щедро одарил охотника съестными припасами и деньгами. Прослышал про этот сосед Саввы и отнес богачу 5 гусей, надеясь получить вознаграждение. Но богач догадался, зачем тот пришел, и усмехнулся. Нас 6. Как нам поделить этих 5 гусей, чтобы никому не было обидно? Ты сам поделил их между нами. Занялся он дележом, но не смог угодить хозяину. Хозяин рассердился и прогнал завистника вон. Ты пришел сюда только из-за жадности. Потом хозяин вспомнил про Саввы и решил посмотреть, как он разделит 5 гусей. Велел позвать охотника. Савва пришел и принялся делить дичь. Хозяин и хозяйка один гусь. Тогда вас вместе с гусем будет 3. Двум парням отдают одного гуся. Тогда вместе с гусем их тоже будет 3. Двум девушкам тоже отдаю одного гуся. Тогда их тоже станет 3. Оставшихся 2 гусей беру я. Тогда нас с этими гусями тоже будет 3. Нас всех по 3, всех нас стало поровну. Увидев это, хозяин дома развеселился и снова щедро одарил охотника, а народ с тех пор прозвал его находчивым Саввой.